В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши-Кушара. Здравствуйте. День знаний отметили в Абхазии 1 сентября. Начинается новый учебный год. Все 156 школ республики распахнули двери для нескольких тысяч учащихся. Более 2500 первоклассников впервые переступили порог школы. В выпускных классах 1950 учащихся. С замечательным и волнительным праздником Днем знаний преподавателей, школьников, студентов и родителей поздравил президент Абхазии Рауль Хаджиба. В этот прекрасный осенний день оживают школьные классы и студенческие аудитории. Сегодня первоклассники познакомятся со своей первой учительницей и новыми друзьями, с которыми предстоит долгий путь в страну знаний. Именно в школьные годы закладываются основы интеллектуального потенциала человека, раскрываются его способности и таланты. 1 сентября – праздник не только для учащихся, но и для преподавателей, отметил в частности Рауль Хаджиба в своем поздравлении. Поздравления принимают и преподаватели, для которых работа с детьми стала смыслом жизни. Президент пожелал всем учителям успехов в нелегком и ответственном труде, любви и уважения учеников и заверил их в том, что руководство страны продолжит решать задачи повышения престижа учительской профессии и улучшения условий труда преподавателей. 116 первоклассников переступили порог Сухумской 4-й средней школы. Всего в этом учебном заведении учатся 1170 учащихся. Здесь, как и во всех школах страны, прошла торжественная линейка, посвященная началу учебного года. Репортаж Ренаты Шакая. Звучит для кого-то уже привычный, а для кого-то пока первый в жизни школьный звонок. По традиции, под звуки гимна республики лучшие учащиеся школы поднимают абхазский государственный флаг. Отрадно, что с каждым годом растет количество детей, поступающих именно в абхазские школы. Только в 4-й столичной школе 116 первоклашек, радостных и счастливых. Детский сад позади, впереди долгая, насыщенная школьная жизнь. Из уст первоклашек звучат первые в их жизни стихи, на правах вступивших в полноценную школьную жизнь. Хочу похоздырочта, а дыра шуту зиза Михаила Пха. Ай, Феремура, арайш бой, я еще хоть гидара, долго ходва, я щадло цхравы. Главный герой дня, конечно, первоклассники. К новой для себя роли, кажется, и привыкать не нужно. Если шагнуть в школьную жизнь хотелось давно и всерьез. После торжественной линейки и первого звонка – экскурсия по светлым и чистым кабинетам. Уроки, домашние задания, контрольные – все это потом. А сегодня улыбки и радостный смех. Ведь для школьников День знаний – это нечто большее. Еще день впечатлений, встреч с теми, с кем предстоит еще познакомиться, подружиться и пройти 11 школьных лет. أتفضلنا في الشجرة أمر زخزوت بحيزر لشحرنتا أخبس كواكوا وايا رخ أخبس كواكوا واي سسخ أخبنير أخبس سيرسة سبتزون И парпару танбан по и птягуще запагу ам по вас я на куза я цепта запащапа. Хапсад гил хахизм уйханя зуизм хазыхну еру нсярбан чака.
Хапсат гилхахизуб, разклумях зурбазуб, уёбгу былала, хайдыскал заге. 1 сентября всегда волнительный день и для родителей, и для учителей, конечно, для детей. И неважно, первый-то год обучения или последний, торжественная линейка, организованная необычно и ярко, впечатлит всех и запомнится навсегда. Школьное время ответственное, нелегкое и одновременно веселое и беззаботное для учеников. Ведь потом начинается взрослая нелегкая жизнь. Рядом с мудрыми и понимающими преподавателями растут дети, учатся дружить и понимать друг друга, приобретают нужные знания и важные человеческие качества на всю жизнь. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. 31 августа в Донецке произошел теракт, в результате которого погиб глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба выразил соболезнования временно исполняющему обязанности главы ДНР Дмитрию Трапезникову в связи с гибелью Александра Захарченко. Александр Владимирович был истинным патриотом своей родины, неординарным, смелым человеком. Как доблестный сын Донбасса, он встал на защиту родного края и прилагал немалые усилия для того, чтобы принести мир и процветание в ДНР. Убежден, что виновники этого подлого убийства будут найдены в кратчайшие сроки и понесут наказание по всей строгости закона. Вся Абхазия в этот трудный час скорбит вместе с народом ДНР, говорится в тексте соболезнования президента. Спикер Народного собрания Абхазии Валерий Кварчия направил письмо с соболезнованиями на имя председателя Народного совета ДНР Дениса Пушилина. Донецкая Народная Республика потеряла настоящего лидера, которого уважали и к мнению которого прислушивались не только в ДНР, но и за ее пределами. Факт произошедшего чудовищного злодеяния в отношении главы ДНР в парламенте Абхазии расценивают как еще одно покушение на мир и стабильность в Донбассе. Уверены, что никому не удастся посеять страх и панику среди жителей ДНР, подчеркивается в письме. Совершенное в самом центре Донецка подлое убийство руководителя ДНР является откровенным актом терроризма, направленным на дестабилизацию ситуации в республике и срыв процесса мирного урегулирования в Донбассе, говорится в распространенном заявлении МИД Абхазии. Рассчитываем, что в Киеве откажутся от бесперспективной ставки на террор и насилие и предпримут необходимые шаги для начала равноправного диалога с жителями Юго-Востока Украины, подчеркивается в документе. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» выражает глубокие соболезнования родным и близким всей общественности Донбасса в связи с гибелью главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Убийство видного лидера, признанного предводителя борцов за свободу и защиту законных прав граждан ДНР – это вопиющее и циничное преступление, подтверждающее, что киевский режим, грубо игнорируя минские договоренности, окончательно встал на путь террора и агрессии, отмечается в тексте соболезнования. Свои соболезнования и слова поддержки народу ДНР высказали республиканские политические партии «Единая Абхазия», Амцахара, Общественная организация ветеранов войны Аруа и другие. Жители Донецка воевали и за нашу родину. 25 лет назад доброволец из Донбасса Дмитрий Чепенец впервые приехал в Абхазию. Шла война, и кадровый офицер, майор, не смог со стороны наблюдать за происходящим в стране души, о которой так много знал от своих сослуживцев. За короткий срок майора стали называть легендой Восточного фронта. Дмитрий Чепенец погиб в июле 1993 года, не дожив до победы всего несколько месяцев. Посмертно ему присвоено звание Героя Абхазии. 24 года он числился в списках пропавших без вести, и лишь 2 года назад его останки были найдены и преданы земле в парке боевой славы в Сухуме. Раз в год семья Чепенец приезжает в Абхазию, чтобы навестить могилу героя. Приехали они и на этот раз. Нисфа Аршба продолжит тему. Его знакомство с нашей страной началось задолго до Отечественной войны. С Дмитрием Чепенцом служили ребята из Абхазии, которые часто рассказывали о родном крае. Страна души манила кадрового военного, но увидеть мирный Сухум ему так и не удалось. Он услышал о войне в Абхазии по телевизору. Немного обсудил с женой свой отъезд, но окончательный ответ так и не прозвучал. Днем позже, придя с работы, Елена Николаевна обнаружила короткую записку. «Лена, прости, но я не могу иначе». Она поняла, он уехал защищать Абхазию. И Дмитрий действительно не мог поступить иначе, ведь всю свою жизнь был против несправедливости и насилия. Согласие, не согласие, но я пришла домой, стояла записка, и флакон валерьянки написал: «Лена, я по-другому не могу». Вот он уехал защищать детей абхазских. Больше мы его не увидели.
Он сначала пропал без вести, потом нам выдали документ, что он погиб 2 июля. Вот. Потом посмертно было присвоено звание Героя Абхазии. Больше живым мужа Елена Николаевна не видела. В Абхазию после войны приезжала каждый год в надежде узнать хоть какую-то информацию о нем. Дмитрий Чепенец погиб в июне 93-го, и 24 года место его захоронения оставалось неизвестным. Я знал этого удивительного человека. Я с ним фактически познакомился во время войны в Гудаутах. И вот у нас шел доверительный разговор, и в процессе разговора я понял, что я имею дело с очень подготовленным офицером, который знал спецтактику, который знал диверсионную работу. Я просил тогда, чтобы его сдерживали, потому что у него такой порыв был, что он, понимаете, он рвался в бой, чтобы его не пускали, что этот специалист нам нужен, чтобы готовить ребят. Но он понимал, что за неделю, за месяц, за 2 недели такую группу не подготовишь, и поэтому на первую операцию он сам, как настоящий командир, как боевой офицер, он пошел во главе, чтобы уберечь ребят от опасности. Фактически он сам себя не уберег. Видите, ребята, вот такая ситуация трагическая случилась. Мне очень было больно, когда я узнал, что мы потеряли такого человека. Это, вы понимаете, те редкие люди, те иски, которые вот рядом с нами стояли, ни за деньги, ни за просто за идею. Они понимали, что мы сегодня находимся в меньшинстве, что нам будет тяжело выжить в этой страшной борьбе. Это один из тех, который был рядом с нами, который вот сложил голову. И сегодня я очень рад, что благодаря вот Алику, благодаря другим, что я познакомился с этой семьей и какой-то груз ответственности снял с себя, когда я увидел его дочку, внуков, и они здесь сегодня. Понимаете, это для меня очень какое-то волнительное событие, которого я долго ждал. Дмитрий по возможности писал письма домой. Мало рассказывал о происходящем, но всегда искренне верил в нашу победу. Однажды вместе с письмом он прислал домой фотографию маленькой дочери, на обратной стороне которой была надпись: «В случае моей гибели прошу похоронить меня в освобожденном Сухуми». И подпись. Это было завещание, которое семья очень хотела выполнить, но место захоронения добровольца так и не удавалось найти. Останки героя Абхазии были опознаны лишь спустя 24 года. Как Дмитрий Чепенец и завещал, он был похоронен в столице Абхазии, в том самом Сухуме, в освобождении которого он не сомневался ни минуты. Очень жаль, что его родители не дожили до этого, что нашли Диму, очень жаль. Мама умерла несколько лет назад, а отец на 2 года раньше. Дима погиб, и сыну было 10 лет, дочери было 3 года. Показывали по телевидению в Абхазии, и президент показывал фотографию, ее маленькую, 3 года, и на обратной стороне было написано: «В случае моей гибели прошу захоронить меня в Сухуми». Диме стоит памятник в городе Белгороде, в лицее, где он учился, и большими буквами написано «Герой Абхазии». У могилы добровольца жена, уже взрослая дочь и внуки. Сын Денис на Украине. Через несколько дней в семье Чепенец ожидается пополнение, 4-й внук. Дочь Дарья лишь немного помнит об отце. Отчетливо в памяти осталась лишь одна картинка. Она с папой выбирает куклу. Война для семьи героя Абхазии не закончилась в сентябре 93-го. Почти полвека они искали останки отца, а потом война пришла в их дом, Донецк. Сегодня Дарья живет в Москве, Денис в Киеве, но очень хочет оттуда уехать. Елена Николаевна находится то в Москве, то в Ростове у сестры. Иногда ездит домой на Донбасс. Квартиру, в которой она с мужем прожила много счастливых лет, разбомбили. Но власти оказали помощь и восстановили жилье. Но находиться там она все же не хочет. Рядом аэропорт, а значит зона повышенного риска. Раз в год семья Чепенец собирается и приезжает в Абхазию. Всегда в Сухум, который волей судьбы стал для них 2-м домом. Нис Фаршба, Роберт Ломи, Абхазское телевидение. Улице, ведущей к Атапской пещере, присвоено имя государственного и общественного деятеля Абхазии, ветерана Великой Отечественной войны Нурия Реджабовича Акаба. В церемонии открытия таблички приняли участие жители близлежащих сел, друзья и родные, все те, кто знает и помнит заслуги Нурия Акаба перед народом Абхазии. Репортаж Саида Джарсалия. Участку дороги, соединяющей 2 абхазских села в Ачамчирском районе Члоу и Отап, в направлении пещеры Абраскил присвоено имя видного общественного деятеля, ветерана Великой Отечественной войны, уроженца села Члоу Нурия Реджабовича Акаба,
который пользовался заслуженным уважением и авторитетом среди односельчан за свою принципиальность, порядочность и работоспособность. Для нашего отца Члоуи, Отап и Тхина – это были самые родные места, и он всю жизнь старался что-то хорошее сделать для жителей этого села, ну, впрочем, как и для всех абхазов. И я очень благодарна за эту инициативу, проявленную гражданами вот этих сел. И очень для нас это большая честь, что будет вот именем его названа вот эта улица. Большое спасибо всем, и мы будем всегда помнить вот ваше отношение к нашему отцу. Во время Великой Отечественной войны Нури Акаба ушел добровольцем на фронт. Был начальником контрразведки 5-го гвардейского Сталинградского артиллерийского соединения. После тяжелого ранения на поле боя стал инвалидом 2-й группы. За боевые заслуги был награжден орденами Красного Знамени и Отечественной войны 1-й степени. После войны за годы своей жизни Нури Реджабович Акаба занимал высокие должности в руководстве Абхазской ССР. Был министром торговли, юстиции, социального обеспечения, а также занимал пост председателя Комитета народного контроля Абхазской ССР. Особое уважение и благодарность жителя Чемчирского района Нури Реджабович заслужил в период деятельности на посту председателя Абхазского областного совета по туризму и экскурсиям. Тогда он приложил все усилия для развития курортно-туристической сферы Восточной Абхазии, в частности, в утверждение туристического маршрута в пещеру Абраскила в селе Отап. По его инициативе была благоустроена дорога, ведущая к пещере, а также построены мосты. Нури Реджабович Акаба до конца своей жизни принимал активное участие в общественной жизни страны. Жители окрестных сел особенно отмечают патриотизм и деятельность Нури Акаба, направленные на защиту национальных интересов Абхазии. А его активная гражданская позиция всегда будет примером для подрастающего поколения. Саид Джерсаля, Беслан Чинджерия, Абхазское телевидение. В эти дни в Абхазии находилась российский экономист-кибернетик, доктор экономических наук, профессор МГУ Елена Ведута. Ее принял премьер-министр Геннадий Гагулия. Елена Ведута – специалист в области цифрового управления государством и экономикой. И она приехала в Абхазию обсудить возможности использования этой модели в нашей стране. Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия выразил заинтересованность предложением и отметил, что, опираясь на опыт развитых стран, модель цифрового управления экономикой может быть внедрена и эффективно использована и в Абхазии. Елена Ведута встретилась также с абхазскими специалистами в области экономики в Центре стратегических исследований при президенте Абхазии и с руководителем центра Олегом Домения. Ведута побеседовала в частности с заведующей отделом экономики ЦСИ Хатуной Шатыпа. Эту беседу мы предложим вашему вниманию сегодня после новостей. Сейчас небольшой отрывок из нее. Для меня Абхазия – это не просто очень красивая часть света на земле. Это люди, в основном, которые получили блестящее советское образование во многой части. Вы остались во многом теми же людьми с самым лучшим образованием в мире. И о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 27-32 градуса. Температура морской воды плюс 27 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.